Он успевает делать все – сочинять стихи, исследовать народную мудрость, учить студентов и встречаться с читателями, писать статьи, составлять учебники и рецензировать чужие рукописи. А все потому, что он подвижник дела, избранного однажды и на всю жизнь, исследовать и умножать богатство родного языка и фольклора. И потому, что он является признанным и непревзойденным знатоком языка и устного народного творчества. И потому еще, что он щедро раздает людям обширные знания, радуясь, что имеет возможность делать это. Он по праву может о себе сказать словами своего стихотворения, посвященного великому Александру Пушкину. Как изучал ты народное слово, к новым словам, чтоб пути протарить. Брал у народа ты мудрость, чтоб снова, сделав поэзии, нам подарить. И не померкнет наследие это, сколько веков будет жизнь на земле, столько веков будут помнить поэта, в каждой душе он и в каждой семье. Дарование Зайди Джамалханова разностороннее и многогранное. Поэт, педагог, ученый, публицист. И при всем этом он человек очень скромный, стеснительный, добрый, безобидный и доверчивый, как ребенок. Все – опыт, знания, поэтическое мастерство, успех в языковедении, исследовании фольклора, звание почетного профессора Чеченского государственного университета и заслуженного учителя республики достигнуто самоотверженным трудом, огромной волей, неутолимой жаждой познания. Ничто не падало на него манной небесной, ни жизненные, ни творческие пути его не были усыпаны розами, терний на них было, пожалуй, больше. Родился Зайди Джамалханов 9 мая 1922 года в селе Натеричное Натеричного района в семье земледельца. Окончил школу в 1939 году, и сразу же его зачислили в штат редакции Натеричной районной газеты «Путь социализма», в которой он проработал до 1944 года, когда со всем чеченским народом был депортирован в Казахстан. Пришлось осваивать новые профессии. Работал откатчиком, бодейщиком, учителем школы в поселке Джезда, заведовал клубом и библиотекой совхоза Четский Четского района Карагандинской области. Наконец был вызван в Алма-Ату для работы в редакции республиканской газеты «Знамя труда», которую в 1955 году начали выпускать для спецпереселенцев, чеченцев и ингушей. В 1957 году по возвращении на родину работал в Чечено-Ингушском научно-исследовательском институте истории, экономики, языка и литературы, преподавателем родного языка в своем селе, пока не пошел преподавать в Грозненское педагогическое училище. Писательский и исследовательский талант, как и в каждом одаренном от природы человеке, в Зайди Джамалханове проснулся очень рано. Будучи учеником, он уже выделялся среди ровесников прекрасным знанием языка и фольклора. Первые стихи написал в школе. Первое мое маленькое стихотворение «Акростих». Хейал Юшу, автор Воуза. Воузер Юшу, автор Веза. Заглавные буквы означают имя девушки Хава. Таким образом я начал трудиться с научным изучением родного языка и поэзии чеченской художественной литературы. Ему повезло, что первым чтецом и судьей их был его односельчанин, в те годы уже известный поэт и журналист Арби Мамакаев. Он дал высокую оценку стихам Зайди и сразу же порекомендовал их в печать. Свои стихи и произведения показал известному чеченскому поэту, классику чеченской поэзии Арби Мамакаеву. Несмотря на то, что он старше меня, он всегда слушал и выполнял мои желания. Всегда слушал. Это на сегодня один из крупнейших. Это на уровне крупного. Бывший крупный ученый с мировым именем. Это бывший их ученик. В основном сегодняшнее просвещение обязано прежде Зайди Джамалханову. Он один из первых составителей нашей грамматики, хрестоматии в Ахилю. Десятки лет по составлению его пособиям преподается в школах, в вузах.
Здесь в музее ни одно мероприятие не приходит без его участия. Хотя вы видели, он преклонного возраста, не совсем здоров, но тем не менее даже районные семинары преподаватель родного языка проводит здесь на базе музея. Здесь просто удобно. Здесь все биографии писателей, портреты и так далее. И когда составляют... Сегодня в музее хранится 5 рукописных его труда, из которых только 2 вышли в издательство. В прошлом году вышел «Фольклор чеченский». Это огромный вклад, 600-700 страниц книга «Фольклор», который мог бы, жизнь ни у кого ничего не спрашивает. Вдруг не окажись Зайнди Джамалханова, весь этот труд мог бы пропасть. Конечно, со временем кто-то занимался, но для этого нужны были годы. Сколько бы мы о нем, как о личности, как о человеке, как о трудолюбивом трудяге, сколько бы мы ни говорили, мы ничего лишнего о нем не скажем. Первые записи фольклора тоже были сделаны Джамалхановым еще в школе, и первые пробы по исследованию родного языка он сделал еще учеником. После учебы ему посчастливилось работать над научным исследованием по морфологии чеченского языка под руководством академика, профессора Института языка Академии наук СССР Николая Феофановича Яковлева. Мудрые уроки наставника многое дали молодому исследователю, сказались на его работе по составлению словарей и учебников языкознания. Первый поэтический сборник Зайди Джамалханова «Светлый путь» вышел из печати в 1959 году. За ним последовали книжки стихов «Верность» и «Дорога счастья». В переводе на русский язык стихи поэта были опубликованы в сборнике чечено-ингушских литераторов «Волны Аргуна», в антологии поэзии Чечено-Ингушетии, изданной в Москве, во втором томе антологии любовной лирики народов СССР «Песнь любви» и, наконец, в антологии чечено-ингушской поэзии. В переводе же Зайнди Джамалханова, в свою очередь, изданы на чеченском языке поэмы Михаила Лермонтова «Измаил Бей» и Бориса Евгеньева «Пулеметчик Хампаша Нурадилов», а также другие произведения русских писателей. За время, прошедшее после написания Джамалханова в 1939 году первого синтаксиса чеченского языка и научной морфологии в соавторстве с Фумпаровым, им немало сделано в области языкознания и в исследовании фольклора. В 1940 году был издан орфографический словарь чеченского языка Матиева Ахмада Гехаевича и мой совместный труд. И в этом орфографическом словаре была орфография чеченского языка, тоже наш совместный труд, научное исследование правописания правил. Я для педучилища, для учебного заведения этот мой труд изучали в педагогических училищах Грозного и педагогическом институте. И сейчас они изучают этот труд. Называется «Чеченский язык, лексикология, фонетика, морфология». В 1959 году им вместе с известным фольклористом Серяждель-Мурзаевым составлен первый том чеченского фольклора «Героический Или и сказания» и второй том «Чеченские народные сказки, пословицы и загадки». Он также выпустил много учебников по языкознанию и литературоведению. И, наконец, в соавторстве с известным доктором филологии Ибрагимом Алироевым написал и издал фундаментальный труд «Словарь правописания чеченского языка», в котором собран большой материал для всех любителей родного языка. И меня что обрадовало, вот книгу «Люди Кавказа». Там он фрактуется, чистится как народный академик. Это меня обрадовало. Действительно, он народный академик. Вот я академик 2 академий, и то преклоняюсь перед его академическими знаниями. У него очень глубокие академические знания. Вот, и поэтому Джамалханов достоин
внимание общественности, внимание науке, ибо он внес значительный вклад в науку. Исследования и пропаганда чеченского языка стали делом всей жизни Зайди Джамалханова. Продолжает он делать это и сейчас, все так же энергично и самоотверженно. Всеми силами, как можно больше, надо разговаривать, говорить на родном чеченском языке. Побольше говорить. Почти, когда имеется возможность, всегда даже можно говорить на родном языке. И побольше писать на родном языке. Произведения художественной литературы и труд по изучению, по научному изучению родного языка. Таким образом, мы можем обогатить и сохранить чеченский родной язык. Главными темами творчества Зайди Джамалханова всегда были и остаются родина, любовь, мужество и самоотверженность чеченцев, доброта и милосердие, готовность и желание жить, чтобы народу служить. Ведь недаром писал он в одном из своих стихотворений. Песня «Ты каждому сердцу и к солнцу вольно лети и о родине пой. Голос твой пусть над землей несется, радуя и вдохновляя людей». Всюду, на встречах с односельчанами, на уроках родного языка в Гродненском педучилище, который он проводил с блеском, он прямо-таки пленял и завораживал людей своей речью, глубиной и широтой познаний, чистотой и богатством языка. Это человек, который... Много у нас в республике есть людей, которые хорошо знают русский, родной язык. Но это человек, который не просто знает родной язык, а который очень любит свое дело. Например, его уроки студенты обожают, потому что на этих уроках они много подчеркивают из истории нашего народа, из традиций нашего народа, из лингвистики нашего народа. Человек, который всю жизнь посвятил чеченскому языку. Это патриот с большой буквы. Человек, который воспитал большую плеяду ученых, которые знают и продолжают его дело. Человек, который, несмотря на свой преклонный возраст, сохранил самое главное, живость мысли, доброе сердце и всегда готов прийти на помощь любому человеку. Зайди Джамалханович очень молод душой, с ним очень интересно. Студентам очень нравятся его занятия. Они говорят, что когда он заходит, он с такой улыбкой заходит, с таким вдохновением начинает рассказывать, что им кажется, что они вот эти час больше пролетает как несколько минут. И каждая встреча долгожданная, они очень любят его занятия. Он обладает чувством юмора. И что бы ни было, как-то может легко сказать, даже когда он делает замечания, все это происходит так, что никогда человеку рядом с ним не бывает неловко. Он не любит делать человеку больно. И студенты это видят и стараются перенять эту черту. Его знают и любят, уважают и почитают все. Многие его фразы сразу же становятся народными. Их повторяют как пословицы-поговорки. К нему обращаются, с ним советуются, как с самым непререкаемым авторитетом. И ученые-языковеды, и исследователи народного творчества, и методисты, и молодые литераторы. Он бескорыстно и щедро помогает всем мудрым советам, редактированием, рецензированием. Много учеников Зайди Джамалханова и среди известных и уважаемых сегодня ученых. Встречи с Зайди Джамалхановым у меня в памяти остались давние. До знакомства лично с ним я знал его уже как собирателя чеченской народной словесности. Я знал о его большом вкладе в выпуске первого чеченского тома. Он вместе с Эльмурзаевым, Сиражди Эльмурзаевым, выпустил в 1959 году фольклорные тексты чеченских эпических песен и лирических песен. Эта книга до сих пор остается непревзойденным
таким вот непревзойденной вершиной, как надо собирать, что надо. И Джамалханов, один из подвижников, очень интересной личности, соратник даже, скажем, Яковлева, который в конце 30-х годов специально приехал в Чечню готовить перевод с латиницы на кириллицу, наш алфавит. Эта работа была вместе с ним проделана. Я об этом напоминаю и студентам бывает, что эта многотрудная работа была не без помощи, не без участия, не без большого таланта молодого Джамалханова. Она была. Мы до сих пор пользуемся этим алфавитом. Это то, что сейчас мы знаем. Это была работа русского ученого, работа с информатором Джамалхановым. В то время мы потом понимаем, что Джамалханов уже тогда, в 16-17 лет, начал собирать нашу словесность. В первую очередь эпические песни или лирику, она потом вылилась вот этот отдельный том, который до сих пор считается бестселлером. Я знаю, что Джамалханов останется, конечно, как для многих, как учитель, через его руки в училище прошли многие известные, потом ставшие известными людьми. Для меня он останется как человек, который всю свою жизнь пропагандировал наше устное народное творчество. Знал и пропагандировал. Такой уж он, это добрейший души человек, писатель и ученый, живущий всегда по принципу «все для людей, для народа, ничего для себя». Сделав столько для развития языкознания, литературы, пропаганды устного народного творчества, он так и не удосужился написать и защитить диссертацию, получить ученую степень. Да ему и не нужна она, Зайди и без нее признан народом своим академиком. А что может быть выше этого? Только поэзия. Зайди Джамалханов с самого начала творческого пути мечтал об одном, когда писал: «Музыкой слова, отрадой живою сквозь времена, без границ, без конца, стих мой лети над родной землею, облагораживая сердца». О таланте и заслугах Зайди Джамалханова в научной работе видный ученый, доктор филологических наук, заведующий отделом Института языкознания Академии наук России Юнус Дашириев писал: «Я давно знаю Зайди, но я никогда не встречал человека, который знал бы родной язык и фольклор так, как он. Я восхищаюсь его трудолюбием, самоотверженным научным подвигом. Он поистине настоящий клад чеченской лингвистики и фольклора». Добавить к этому что-либо трудно, наверное, только то, что Зайди Джамалханов – тонкий лирик своей поэзии. Особенно легкие и изящны его строки о любви, потому что любовь, светлая, счастливая, верная, является главной темой многих стихов поэта. Скромна ты, как ландыш весною, твой голос напев соловья, ты дружишь с природой живою, любовь моя, радость моя. И если ты рядом со мною, то вмиг разбегается тьма, тебе только сердце открою, чтоб все прочитала сама. Зайди Джамалханов мечтал, чтобы его стихи облагораживали сердца. Он может быть спокоен, его мечта сбылась. Слово Зайди Джамалханова проникает в сердца людские, вдохновляя, окрыляя и очищая их, и находит отклик. О чем еще может мечтать писатель? Thank you.